Добрый день, уважаемые зрители! В очередной раз вас приветствует Государственный историко-культурный музей-заповедник Сарайши. И я, младший научный сотрудник данного музея, Нугманова Назгуль Тулегеновна. В продолжении темы исследователей нашего края, сегодня моя лекция будет посвящена местному историку-краеведу, почетному гражданину города Атырау, обладателю ордена Курмет, профессору Атырауского университета нефти и газа Афанасьеву Вячеславу Константиновичу, которому в этом году исполняется 80 лет. Наследие краеведа, посвятившего свои знания, талант и жизнь для изучения своей малой родины, неоценимы. Это ученый, педагог, краевед, поисковик, археолог, исследователь, посвятивший более полувека изучению истории родного края, обучению и воспитанию молодежи. Афанасьев Вячеслав Константинович родился 2 сентября 1940 году в городе Гурьеве. Учился в начальной школе номер 12, затем в школах имени Куйбышева и Абая. Вячеслав Константинович Афанасьев в своей биографии отмечает, что с ранних лет он внимательно слушал рассказы школьного охранника Василия Нижутина, ветерана русско-японской войны. Рассказы о героических походах и битвах произвели большое впечатление на местного историка и во многом определили весь его жизненный путь. В 1959 году он поступил в Уральский пединститут имени Пушкина, который закончил в 1964 году. В 1960 году, учитывая увлеченность краеведческой и туристской экскурсионной работой, Вячеслав Константинович был приглашен в детскую экскурсионно-туристическую станцию Аблано, где сначала был руководителем кружка, методистом, а с 1976 года директором. Также являлся членом Совета Аблано. В эти годы он издал несколько методических пособий по туристско-краеведческой работе. Это положение о школьном музее, руководящий материал по туристской экскурсионной работе со школьниками и другие. Популяризируя историю края, Афанасьев на страницах областных и республиканских газет публикует множество статей, рассказывающие про Сарайчик и других археологических комплексов, и общественность с интересом воспринимает его публикации. В этих статьях можно заметить тесную связь Афанасьева Вячеслава Константиновича с Мустажапом Намазгалиевым, человеком, который стоит у истоков музея-заповедника Сарайши. Неоднократно Вячеслав Константинович принимал участие в многочисленных раскопках, связанных с историей средневекового городища Сарайши. В начале 60-х годов устанавливает деловое сотрудничество с Институтом истории, археологии и этнографии имени Чуканова-Ликанова Академии наук Казахской ССР, где консультируется с известными учеными, академиком Алькеем Маргуланом, известными археологами Кемалем Акишевым, Сейниговой и Миршиевым. В этот период институт поручает Афанасьеву проведение археологического надзора по области. В первую очередь он начинает наблюдение над развалинами городища Сарайши и проводит сбор подъемного материала. В начале 70-х годов в нашей области начинает работу Волго-Уральская археологическая экспедиция Института археологии Академии наук СССР под руководством Льва Галкина, в которой принимает активное участие и Афанасьев. В изданиях Академии наук СССР в книге «Археологические открытия» появляются совместно с Галкиным статьи о результатах работы этой экспедиции. В 1981 году Вячеслав Афанасьев получает открытый лист на право археологических раскопок и проводит работы на Тиндыкском городище, впоследствии названном как Актюбе-Лаэти.
С 1989 года Вячеслав Константинович оказывал активное содействие в работе западно-казахстанской археологической экспедиции под руководством Зинулы Самашева и руководил одним из отрядов на Актюбе-Лаэте и в Сарайчике. В 1991 году закрывшийся туристический клуб реорганизовался в туристско-краеведческий клуб «Мирас», куда Афанасьев вовлекает в полевые экспедиции новые группы школьников и студентов города. В 90-х годах в городе Атырау было открыто западное отделение Академии наук Казахстан, где был создан региональный центр по изучению истории и культуры. Отделение возглавлялось академиком Айткалиевым. Руководителем Центра по изучению истории и культуры была кандидат исторических наук Коленова. Вячеслав Константинович был штатным научным сотрудником этого музея. Во время его работы в центре была организована постоянная выставка краеведческих находок. В 1997 году, после закрытия центра, Афанасьев продолжает работу в областном историко-краеведческом музее научным сотрудником в отделе археологии. В 1998 году Вячеслава Константиновича пригласили в Атырауский институт нефти и газа на открытие нового курса краеведения. С 2002 года и по сей день является заведующим музеем в этом университете. Вячеслав Константинович является членом Русского народного культурного центра «Былина». За трудовой путь он получил различные награды. Например, в начале 1960-х годов получил звание инструктор туризма. В 1964 году награжден значком Министерства просвещения «Отличник просвещения Казахской ССР». В 1967 году член Республиканского совета по туризму Казахской ССР. В 1968 году выполнил норматив кандидат в мастера спорта СССР по велотуризму. В 1970 и 80 году награжден почетным знаком Центрального совета по туризму за активную работу по развитию туризма. Имеет более полусотни почетных грамот от Министерства просвещения СССР, Казахстана и других организаций. С Вячеславом Константиновичем совершили путешествия и прикоснулись к истории и природе тысячи школьников и студентов. Для многих из них это повлияло на выбор профессии, на жизненный путь. Будучи патриотом своей родины, он, сохраняя ценности истории края, учит молодое поколение, воспитывая многих учеников и создавая условия для того, чтобы они нашли свой путь в жизни. В результате из них сформировались грамотные воспитатели, лидеры туристических групп, инструктора по туризму, талантливые преподаватели. В конце своей лекции хочу отметить, что я в конце 90-х, в начале 2000-х годах имела честь поработать с Вячеславом Константиновичем в одном коллективе областного историко-краеведческого музея. В связи с этим желаем Вячеславу Константиновичу в дальнейшем творческих успехов и долголетия. Спасибо за внимание.